В эфире рубрика «Чрезвычайное происшествие». В студии работает Александр Хавренко. Здравствуйте. Похищенного в Якутске 7-летнего мальчика полицейские нашли в гостинице поселка Усть-Нера. 16 августа в полицию города Якутска обратилась уроженка Верхнеколымского района. Женщина сообщила, что неустановленные лица увезли ее 7-летнего сына в неизвестном направлении. По данному факту были ориентированы все территориальные подразделения службы полиции. В ходе следствия было установлено, что к пропаже ребенка может быть причастен его отец. В ходе оперативных мероприятий ребенок был разыскан в гостинице поселка Усть-Нера Аймеконского района, где находился вместе с 34-летним отцом. Отец мальчика пояснил, что собрался везти сына домой в поселок Зырянка. Оба родители не лишены родительских прав. На данный момент проводится проверка. Осужденный экс-директор аэропорта Якутск Николай Местников стал фигурантом еще одного уголовного дела. По версии следствия, с февраля 2016 по март 2018 года подозреваемый получил взятку от коммерческой организации на общую сумму свыше 3 миллионов рублей. Взамен коммерсанты получили право на оказание услуг по обслуживанию коммунальных систем, тепло, водоснабжения и канализации аэропорта Якутск. Напомним, что 6 августа Николай Местников был приговорен к 9 годам колонии строгого режима со штрафом в 10 миллионов рублей. В суде доказано, что он получил взятку в размере 27 миллионов рублей. Бывший директор аэропорта Якутск взят под стражу в зале суда. Местников обжаловал приговор в Верховном суде Якутии. За 10 дней до начала нового учебного года в Алекминске загорелось здание школы. Пожар в заброшенном здании школы номер 7 начался примерно в 4 часа утра. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются. Сотрудники уголовного розыска раскрыли 2 кражи, совершенные в магазине цифровой техники по улице Федора Попова в Якутске. Причем обе кражи совершил один и тот же молодой человек. В 4-й отдел столичной полиции обратился сотрудник одного из магазинов бытовой техники и электроники. Заявитель сообщил о краже 2 комплектов наушников. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими был задержан подозреваемый. Им оказался 31-летний ранее судимый за грабеж уроженец Нерюнгринского района. Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что пришел в магазин электроники с целью совершения кражи. Не привлекая к себе лишнего внимания, он спрятал наушники под куртку и вышел из магазина. После того, как наушники пришли в негодность, преступник решил во 2-й раз наведаться в тот же магазин и повторить схему кражи. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Задержан человек, который совершил наезд на 3 членов паралимпийской сборной России в Тульской области. ДТП произошло в понедельник вечером. После происшествия водитель скрылся. Во время ДТП у автомобиля оторвался номерной знак, по которому удалось найти беглеца. Он был доставлен в отдел МВД для разбирательства. Отмечается, что 39-летний мужчина был ранее лишен водительских прав. Как сообщила старший тренер сборной России Татьяна Кузнецова, в аварии пострадали Диана Цыплина, Александр Легостаев и Сергей Сафин, которые готовились к чемпионату Европы по бача. Пострадавшие обратились в больницу, серьезных повреждений у них не обнаружено. Сильный пожар на испанском острове Гран-Канария, который начался 17 августа, уничтожил 12 тысяч гектаров леса. Больше 9 тысяч человек эвакуированы из центральных районов острова. Подробности расскажет Никита Конев. Растет количество жителей острова Гран-Канария, вынужденных эвакуироваться из своих домов из-за мощных лесных пожаров. Всего за сутки это число подскочило на 1000 человек, превысив отметку в 9 тысяч. Пламя вспыхнуло в минувшую субботу, неподалеку от деревни Техеда в центральной части острова. Пожар быстро распространялся сразу по нескольким фронтам. Тому способствовали сильный ветер, жара и низкая влажность. Пока страдают только горные районы Гран-Канарии. До популярного у туристов побережья огонь еще не добрался. С лесными возгораниями борются 700 пожарных. С воздуха им помогают 16 самолетов и вертолетов. Уже уничтожено 6 тысяч гектаров. Столбы пламени достигают высоты в 50 метров. Силы спасателей сконцентрированы в национальном заповеднике Тамадаба. Власти пытаются сохранить старейшие сосновые леса. В эфире была рубрика «Чрезвычайные происшествия». За развитием событий следите в следующих выпусках новостей.